Сталинград на Дунае. Вот, что собирались устроить немцы советским войскам в Будапеште и возле него в конце 1944 года и начале 1945 года. Отчасти, им это удалось. Бои были очень тяжелые, почти все знают о боях в Венгрии, знают про успешное отражение удара 6-й танковой армии СС Зепа-Дитриха в марте 1945 год, операцию «Весеннее пробуждение» и удар в районе озера Балатон. Но жесть там началась гораздо раньше. Уже в январе советским войскам противостоял 4-й танковый корпус СС. От этих боев таял снег и плавилась броня. После них весна придет в Венгрию раньше. Немцы провели целых 3 наступательных операции, одну за другой. Конрад-1, Конрад-2 и Конрад-3. Что же там происходило? Давайте разбираться. Ошибочно весьма распространенное мнение о том, что после Сталинграда и Курской дуги, советским войскам стало легче ломать войска вермахта и СС. Многим вообще не интересно, что же там происходило после Прохоровки. Знают только список освобожденных городов и населенных пунктов, но не знают, как и каким трудом они освобождались. Да, несомненно, в войне наступил перелом, но бойцу Красной Армии на фронте от этого легче не стало. Третий рейх до самого конца продолжал оставаться очень серьезным и опасным врагом, абсолютным злом, только еще технически оснащенным и стратегически подкованным. Это сейчас мы знаем. Соотношение ресурсов и выпускаемой техники воюющих сторон. Сейчас мы знаем, какого числа будет подписана капитуляция и когда взвелось красное знамя над Рейхстагом. Тогда у немцев был перед глазами пример того, как советские войска остановили их под Москвой. Немцы решили, что тоже так смогут, но на дальних рубежах. У них была отличная техника, им регулярно рассказывали про вундерваффе, про то, что вот русские надорвутся и война снова покатится на восток. Немцы собрали все свои последние резервы, поставили на тяжелую технику приборы ночного видения и пошли вперед. Операция «Конрад». Именно эта операция во многом затянула осаду Будапешта и не дала советским войскам сразу обрушить всю мощь 2 украинских фронтов на гарнизон города. Когда Гитлер отдавал приказ на проведение мощного деблокирующего удара в направлении Будапешта, он не собирался просто пробиваться к городу и вызволять гарнизон. Гитлер хотел нанести тяжелое поражение советским фронтам, отбросить их от города, выстроить новый фронт по Дунаю и вытеснить русских с территории Венгрии. Для Гитлера это бы не просто прихоть, а необходимость. Без нефтяных месторождений Венгрии у вермахта и Люфтваффе закончится последнее дефицитное топливо и оттуда советские войска открывают себе путь на Вену. Для решения этой задачи в Венгрию подтягивают 4-й танковый корпус СС под командованием Отто Гилля. Гилли был старым врагом. Ему удалось вместе с дивизией СС «Викинг» выскользнуть из Корсуньского котла. Про эти события читайте в этой статье. Удалось уцелеть под Ковелем, про бой за Ковель читайте здесь, и потрепать советские части в Польше под городом Радзимин. Сейчас Гилли сам лез на рожон, пора было его угомонить. Раньше он командовал «Викингом», который снова восстановили за счет добровольцев из скандинавских стран. Сейчас ему дали корпус, который даже при всех недостатках представлял из себя серьезную силу. Гилли приходилось вводить в бой корпус по частям. Полностью все силы будут сосредоточены к 8 января. На первом этапе операции у Гилли было чуть более чем 60 тысяч человек и 200 единиц бронетехники, но начинать пришлось даже меньшим числом и при недостаточном обеспечении частей бронетранспортерами и грузовиками. Часть сил еще была в пути и не вышла на рубеж наступления. Силы на начало наступления были примерно следующие. Части 5-й танковой дивизии СС «Викинг», 1-3 от 3-й танковой дивизии СС «Тотенкопф», половина частей 96-й пехотной дивизии. К району наступления в полном составе подходила 711-я пехотная дивизия, 2-я венгерская ТД, а также 503-й и 509-й батальоны танков «Тигр» и «Королевский тигр».
Со стороны Будапешта наступление поддерживали части, которые не попали в окружение вместе с гарнизоном Будапешта и находились за его кольцом. Это была так называемая группа фон Папе, 271-й народно-гренадерская дивизия, часть танковой дивизии Фельдхеррнхале, 208-й танковый батальон, Пантера и Саухицер. Также наступление поддерживали части 6-й армии генерала Балка. Операцию начали 1 января 1945 года ударом с севера из района Комарна. Расчет был на внезапный удар через трудную лесистую и горную, местами, местность, а также на то, что дивизия генералов Ф.И., Толбухина и Г.Ф. Захарова занимали слишком широкий фронт, при еще большем недостатке личного состава, чем у 4-го корпуса СС. На северном фланге 31-й гвардейский корпус занимал полосу в 48 километрах, 68-й стрелковый корпус – 18 километров, 20-й гвардейский стрелковый корпус – 24 километра, 135-й корпус – 16 километров, 21-й гвардейский корпус – 20 километров и около 35 километров по берегу Балатон. Средняя численность стрелковой дивизии 4-й гвардейской армии составляла около 5,3 тысяч, половина штатной численности. Артиллерийские части армии имели всего 55-69% от положенного количества материальной части, а посредством моторизации того меньше – 41-49%. Минусом наступления через Баконский лесной массив была ограниченная возможность для одновременного применения крупных танковых соединений. На первом этапе немцам сопутствовал успех. Удался фактор внезапности и недостаток полков и ПТАП в частях 31-го ГВ. Стрелкового корпуса, которые были вооружены в основном пушками ЗИС-57 мм. Направление удара определили неправильно, ждали, что немцы будут бить в полосе 4-й гвардейской армии и 20-й стрелковой дивизии. Вот их накануне солидно укрепили истребительно-противотанковыми полками и бригадами, 524 орудия калибра от 45 мм до 122 мм. 4-й воздушный флот Люфтваффе поднял в воздух буквально все, что еще могло взлететь. Поддержка с воздуха у немцев была серьезней, чем в середине декабря 1944 год в Арденнах. Авиация Люфтваффе нанесла ряд ударов по переправам на Дунае, использовали реактивные бомбардировщики и истребители, а к тому же еще начался ледоход, что существенно затруднило снабжение сражающихся с немецкой бронетехникой советских войск. Успех Люфтваффе, разумеется, был временным. Советская 17-я воздушная армия быстро забрала преимущество в воздухе и начала наносить бомбоштурмовые удары с воздуха по немецким механизированным частям. Немецкие панцергренадеры и бронетехника проутюжили слабую и растянутую оборону дивизии 31-го стрелкового корпуса и вырвались на шоссе к Будапешту. К 4 января 1945 года возникла реальная угроза прорыва группировки к городу. В это время войска из Будапешта просят разрешения на прорыв, но Гитлер отказывает. Кто им скажет, что операция — это не их спасение, а спасение нефти? Тогда советскому командованию ничего не оставалось, как задействовать 12-ю ИПТАБР из состава 46-й армии и сбить темп немецкого прорыва, поставив заслон. Советская пехота, 86-я стрелковая дивизия, которая прикрывала части 12-й ИПТАБР, дрогнула, увидев массу немецкой бронетехники, и бросила артиллеристов, начав беспорядочное отступление. Благо артиллеристы оказались людьми большого мужества и мастерства, и 1255-й ИПТАБ почти весь день отбивался от наседающей немецкой пехоты и техники, фактически воюя в окружении. Другие части 12-й ИПТАБР тоже понесли тяжелые потери. Потеряли почти все орудие и транспорт, половину личного состава, и сбили темп немецкого прорыва, нанеся немцам потери в людях и технике. Главное, что сделали советские артиллеристы, они дали нужное время.
для переброски частей для укрепления фронта на месте следующего удара немецкого клина. К фронту подтянулись 18-й ТК генерала Говоруненко, 210 танков, более 70 Шермана и другие ленлизовские образцы, и 5-й ГВ. В корпус генерала Горшкова. Создав вал гаубичного огня, перекрыв все подходы и шоссе на город, с помощью дополнительных противотанковых опорных пунктов и действуя танками из засад, смогли к 5 января остановить немецкое наступление. Всего в боях с 2 по 5 января, по данным советских артиллеристов и запротоколированным данным трофейных команд, было уничтожено более 80 немецких танков ИСАУ и более 110 бронетранспортеров и бронемашин. Конрад-2. Немцы перегруппируются, подтягивают к району фронта дополнительные силы. 1-я, 3-я, 23-я танковые дивизии, 503-й тяжелый полк, «Тигры», 4-я кавалерийская бригада. Всего бронетанковая группировка немцев насчитывала более 120 танков ИСАУ. Удар решает нанести южнее между Мором и городом Секеш-Фехервар. Наступление начинается с 7 января. Удар на себя принимают части 5-й ГВ. Воздушно-десантной дивизии 20-го ГВ. Стрелкового корпуса. Советское командование вводит в бой 7-й мехкорпус, и тот бьет немецкой группировке во фланг, в районе города Замы. Причем в черте самого города удается действовать из засад и использовать танки как неподвижные огневые точки. Немцы, понеся потери, около 38 танков ИСАУ, прекращают наступление, как неперспективное. Советский механизированный корпус также понес потери, более 40% техники. Стороны не добились решающего успеха. Все понимали, что грядет новое сражение. Конрад-3. В третьей фазе наступления завязались самые тяжелые и эпичные бои. К 17 января немцы смогли собрать в кулак все свои растянутые силы в Венгрии, кроме группировки в котле Будапешта, и сосредоточили около 300 единиц танков ИСАУ. Удар должен был быть нанесен в направлении северо-западного берега озера Балатон и города Секеш-Фехервар. Удар был настолько мощным, что 133-й стрелковый и 18-й танковые корпуса временно оказались в окружении, но недолго, так как немцы рвались к Дунаю и Будапешту, сил на то, чтобы держать в плотном кольце советские части у них не было. Немецкие танки наступали даже в ночное время суток, что поначалу удивило наши войска, но когда в подбитой технике были обнаружены оптические приборы для ночного боя, то советские войска начали по ночам жечь яркие костры и использовать прожекторы, сбивая с толку немецких танкистов. Самые упорные бои развернулись за город Секеш-Фехервар. Весь город был завален подбитой техникой, все вокруг горело, на каждой улице шли бои. Подошедшие к городу части 1-го гвардейского мехкорпуса понесли тяжелые потери. 2 танковых полка, вооруженных преимущественно Шерманами, потеряли до 70% бронетехники, а советская артиллерия иногда вводилась в бой прямо с марша и разворачивалась под огнем немецких танков. В ходе упорных боев к 22 января немцы овладели Секеш-Фехерваром, охватив город с севера и юга. Немцы попытались развить успех и перешли в наступление, нанося удары между Ос, Виленс и Дунай с рубежа Замольна-Миклош, но были встречены и втянуты в тяжелые бои с 5 гвардейским кавкорпусом и приданными ему частями ИПТАП. Рано утром группа из 32-х танков, «Пантеры» и «Королевские тигры», при поддержке панцергренадеров на броневиках, немцы попытались атаковать, но попали в огневой мешок 1172-й ИПТАП. Советские артиллеристы потеряли более 50 человек личного состава и 16 орудий, но подбили 10 вражеских машин и рассеяли немецкую пехоту. Немцы откатились назад. Попытки прорыва немцев к Будапешту продолжались вплоть до 26 января, и передовым частям дивизии СС «Викинг» оставалось до города 17 километров. Для последней решающего броска и попытки немцы собрали группировку в 60 танков,
но советское командование подтянуло резервы, позиции заняли 104-й стрелковый и 23-й танковые корпуса, которые были скрытно переброшены и нанесли ряд чувствительных ударов по немцам, которые двигались в маршевых колоннах с замаскированных позиций, нанеся потери не развернувшимся в боевой порядок частям. Одновременно с этим начали наступление войска Третьего Украинского фронта, которые перерезали коммуникации 4-го танкового корпуса СС и грозили ему полным окружением. Весь январь шел один сплошной крупномасштабный бой. Немецкое наступление наконец-то выдохлось. Немцы не прорвались к Будапешту, не смогли даже пробить коридор для вывода гарнизона. Такой цели, правда, и не было. Не смогли выровнять фронт и восстановить его положение по состоянию на декабрь 1944 год, как хотели. Итоги. Советские войска освободят и зачистят Будапешт от немецких войск 13 февраля 1945 года. Думаете, немцам хватило? Они остановятся? Нет. В марте они перебросят из Арденн сюда 6-ю танковую армию СС и продолжат рваться к Будапешту, вместе с частями вермахта и парашютными частями Геринга. Но советские войска будут еще лучше готовы и встретят немцев достойно. Да, у советских фронтов были резервы, а немцы кинули в бой все. Но все же, когда кто-то кривит лицо и говорит, что даже в 1945 году мы понесли большие потери, то посмотрите, насколько Третий рейх был жутким врагом. Они почти одновременно наступали против союзников в Арденнах и против нас в Венгрии. Чтобы описать подробно все бои в Будапеште и вокруг него в январе, феврале и марте, не хватит ни одной статьи, ни одной книги. Многие знают про бой в Арденнах больше, чем про бои у озер и Балатон и Будапешта. Может потому, что город Бастунь легче выговорить, чем Секеш-Фехервар, сомневаюсь. Честь и слава советским солдатам. Спасибо за ваше внимание. Хотите больше статей канала в своей ленте? Тогда подписывайтесь на канал. Это абсолютно бесплатно, и ставьте палец вверх. Дальше будет интересней.